Добрый день, друзья. У нас середина марта, и я журналист Марат Малашоев, рад приветствовать вас накануне праздника Навруз. Весна уже вступила в свои права, и на днях президент Таджикистана Эмомали Рахмон даже обещал населению страны отменить лимит на подачу электроэнергии. Минувшую неделю я бы охарактеризовал бы как соблюдение статуса кво по многим и тактическим, и стратегическим вопросам. Например, власти Таджикистана по-прежнему были заняты самой такой важной для них проблемой – это экстрадиция двух оппозиционеров. И речь идет о господах Куватове и Абдулладжонове. Но в отношении Куватова никакой ясности не наступило. Верховный суд Дубая, с одной стороны, отказал Таджикистану в его немедленной экстрадиции на родину, но с другой стороны отбросил решение этого вопроса аж на целый месяц, на начало апреля. Таким образом, здесь, можно сказать, была достигнута ничья. В вопросах Абдулладжанова также нет никакой ясности, истекает срок его содержания под стражей. Напоминаем, что он уже 35 дней находится, а всего должен находиться 40 дней. Но на днях в Таджикистан должен прибыть президент Украины господин Кучма, господин Янукович, и мы будем предполагать, что этот визит внесет какую-то ясность в эту проблему. Оппозиционеры беспокоят не только таджикского лидера, они беспокоят и киргизского, и казахского лидеров. Например, в Киргизии, как обычно, весной обострились противоречия, опять начались митинги, но мы можем констатировать, что по сравнению с прежними годами и запал не тот, и пафос не тот, и активности намного менее. Во многом это связано с тем, что действующему президенту Атамбаеву у оппозиционеров не так много претензий. Его родственники не занимаются рейдерством, как это делают некоторые родственники высокопоставленных лиц в других республиках Центральной Азии. Его детки не сбивают несчастных пассажиров, несчастных пешеходов на улицах Бишкека. И на многочисленных форумах киргизских СМИ его имя в негативном контексте сравнительно редко упоминается. Единственное, что оппозиция ему может предъявить вину, это неясность проблемы, связанных с Кумтором, и арест 3 лидеров Атажурт. Но, с другой стороны, многие согласны с тем, что этих лидеров Атажурт никак нельзя было не арестовывать. У президента Назарбаева проблемы с оппозицией немного посложнее, поскольку это оппозиционер, его бывший зять, человек, который был вхож в его семью и многое что знает. И даже многие говорят о том, что в свое время этот бывший его зять Рахат Алиев, он исполнял многие тайные поручения самого Назарбаева. Так вот, Рахат Алиев на днях выпустил книгу о своем тесте, причем в переводе на немецкий язык. Это его мемуары о практике руководства Назарбаевым страной. Те, кто видел эту книгу, говорят, что там есть очень много интересного, есть какие-то сенсационные моменты, но есть еще одна проблема, которая возникла у самого Рахата Алиева. Австрийский суд возобновил опять против него уголовное преследование, и вполне возможно, что на этот раз дело будет очень серьезно. И, возможно, решетки господину Алиеву не избежать. Также звучали обвинения в адрес другой высокопоставленной героини. Это речь идет о старшей дочери узбекского президента Ислама Каримова, Гульнаре Каримовой. Слухов было так много, и сплетен так было много, и новостей так много, что даже влиятельная английская газета Financial Times решила проанализировать тему того, каковы шансы Гульнары Каримовой
стать очередным президентом Узбекистана. Вывод для Гульнары Каримовой достаточно неутешительный. Издание считает, что в последнее время она попадает слишком часто в скандалы и ведет себя в них недолжным образом. В ответ Гульнара Каримова написала большое пространное письмо в одной из социальных сетей, но оно было достаточно сумбурным и несбалансированным и достаточно малоубедительным. Про Туркменистан мы можем сказать только то, что там по-прежнему продолжается усиление культа личности, и никаких надежд на либерализацию этого режима, эти надежды не оправдались. На днях только можно упомянуть о том, что Туркменистан поддержал идею Таджикистана об объединении железных дорог двух стран в Афганистане. Вообще, демократию в наших странах страшно прессуют. С одной стороны, какие-то группы пытаются ее холить, лелеять, но руководители стран настроены к ней менее доброжелательно. И вот вся эта история, можно ее сравнить с некой байкой о беременном мужчине. Предположим, что демократия в наших странах – это как беременный мужчина. Правительство все никак не может сделать аборт этому мужчине, потому что мужчинам не делают аборты. А демократические силы не могут заставить этого мужчину разродиться, потому что, опять же, мужчины не рожают. И вот так этот бедный мужчина мучается, страдает, а вместе с ним мучаемся и все мы. Это было все, что я вам хотел сказать. Не бойтесь страшных новостей и слухов, они все уже случились.